Всемирный уйгурский конгресс получил награду от Американского национального демократического фонда. Выступивший на церемонии награждения в Американском конгрессе глава организации Карл Гершман сделал следующее заявление. Уйгуры не являются меньшинством, напротив, это нация, некогда владевшая независимым государством. И родина уйгуров не Синьцзянь, а Восточный Туркестан. В Гонконге прошла самая масштабная акция протеста за последние 5 лет. Люди вышли против закона, прозванного среди народа дьявольским и позволяющего Китаю свободно задерживать и заключать под стражу оппозиционеров. Митинг считается последним шансом для отмены закона. 9 июня в 29 городах, в том числе и Нью-Йорке, Сан-Франциско, Ванкувере, Торонто и Сиднее, прошли акции в поддержку Гонконга. По словам протестующих, в акции приняли 1 миллион 30 тысяч жителей Гонконга. По официальным данным, число собравшихся не превысило 240 тысяч. Нью-Йорк Таймс заявила, что соглашение между США и Мексикой, достигнутое в пятницу, о котором сообщил Дональд Трамп, на самом деле было заключено в марте. Трамп осудил данное сообщение через Твиттер. Очередная ложная новость от Нью-Йорк Таймс. Мы вели переговоры на протяжении долгого времени, и до подписания соглашения Мексика ничего нам не платила, заявил президент США. По окончанию президентских выборов в Казахстане начался подсчет голосов. По предварительным подсчетам, действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал более 70% голосов. Турция обыграла Францию со счетом 2-0 в третьем дивизионе чемпионата Европы по футболу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил национальную команду с победой. В столкновении, произошедшем на границе Армении и Азербайджана, погиб солдат азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке, начатой Арменией и нарушившей перемирие, погиб солдат по имени Эльшан Алиев.